Салам, хурматлы ватандашлар, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Соединенные Штаты Америки будут отмечать День независимости, это 4 июля. Но в честь чего? В честь того, что здесь были, вот здесь, вот именно на этом месте, это то место, где было бостонское чаепитие. Колонисты, которые мигрировали в Америку в 16 веке, в 16 декабря 1773 года выкинули вот с таких вот кораблей 45 тонн чая. Как протест, как ненасильственный протест, они выкинули 45 тонн чая. Потому что вопрос стал насчет налогов. И тогда здесь колонисты, которые были здесь, выкинули этот чай, они переоделись под индейцев и утопили 45 тонн чая. Это историческое событие. Был такой лозунг: если мы сами не можем управлять налогами на этот чай, если колонисты не имеют права решать, не имеют права голоса в парламенте Англии для того, чтобы решить свои вопросы, то значит и не будет всего остального. Вот такая ситуация здесь возникла. И после этого где-то с 75 по 76 годы была война. В конце концов, Америка стала независимой. Раньше это была, так сказать, американская Англия. Так, здесь вот в штате Массачусетс. Так, здесь она была. Ну а закончилось тем. О чем разговор? Разговор о том, что люди убежали из страны из-за того, что были не согласны с тем, что там идеология была в религиозности, избавлялись от католического наследия, так, англиканская церковь и пуритане сюда переселялись. Сюда переселялись те, у кого нет земли. Сюда переселялись уже насильственно рабы. И здесь было 2,5 миллиона населения. Но не было прав у людей, не было возможности управлять этой территорией, несмотря на то, что уже 2,5 миллиона. Там из-за моря монарх управлял, значит. Вот такая ситуация, как бы это странно ни выглядело, сегодня сложилась в одном государстве постсоветском, это Туркменистан наш. Так? Наши люди сегодня в состоянии изгоев, и они покидают страну, они уходят в Турцию, в Россию, в Польшу, они уходят в другие государства, в Америку. Они бегут, покидают страну, но это не спасение, это не решение вопроса, потому что страна есть страна. Весь вопрос в том, как отвоевать свое право, каким образом достичь справедливости, законной справедливости. И вот тот факт, что сам по себе тот акт был такой вот акт такого общественного неповиновения, и потом ненасильственная такая форма протеста, она и помогла изменить ситуацию. И 4 июля 1776 года Америка объявила себя независимым государством, и это День независимости по сегодняшний день. Арамдар, и весь твой этот клан, все вот эти вот, кто облизывает вокруг тебя, вы должны четко осознавать, что народ – это есть основа государства. То, что вы придумали, вот это вот, что вы будете либо королями, либо эмирами, либо ханами, шейхами, но это бред сивой кобылы. Никогда такого не будет, потому что народ, да, он разбежался сейчас, но он соберется. Он соберется и потребует свои права. И куда вы денетесь потом? Что вы будете делать? Это будет касаться не только вас, это будет касаться всех тех, кого вы привлекли к себе. А это ваши дети, внуки, ваши родственники. Это все ваше окружение. Это тех, которым вы дали
те преференции, которых нет у всех простых людей. А в чем заключается неравенство как раз? Вот почему вот там было так и у нас точно так? Почему бегут? Рабочих мест нет. Потому что вы воруете внутри страны, а вкладываете и прячете свои деньги в других государствах. Вы вкладываете деньги в Грузии, в строительство и так далее. Вы прячете по различным банкам. Вместо того, чтобы это как-то работало и могли заработать многие люди, так, создавались бы рабочие места, тогда бы люди не уезжали бы. Но вы же что сделали? Вы создали невыносимые условия. Люди в погонах, я к вам обращаюсь, вы думаете, так все и будет? На дворе 21 век. Это вообще нереально. Это вообще нереально. Вы посмотрите на технологии сегодняшние. Вы посмотрите, что происходит вокруг. Это вообще нереально. Поэтому, если вы не хотите вместе с этими подлыми людьми, с этими воришками, которые напялили на себя вот эту вот корону сикис-накис, с этими полицейскими и прокурорами, которые каждый на свою обосранную жопу натягивает штаны, кюраглы, как только получает пост, вы не думайте, что это так останется. Народ все равно хозяин страны. Он будет распоряжаться государством. Народ имеет право. Halkın hakkı. Adam yolu, adam yolu, atlanan eyvah, atlanan eyvah.